школа, як прийшли большевики, яна ж адразу не пачалася, бо не было ж учителя. І до Нового года не было. По-моему, Пальчевская поехала, певно, на курсы некуды. Яна за 3 месяцы гэтыя курсы прийшла. І після Нового года відкрилася у Заврат школа, на гэтым самым месте відкрилася. І вчить нас стала гэта самая Гелена Пальчевская. Только вот я не помню, як ми її називали. Бо якщо тоді ми ж пані її називали, а от тепер я не пам'ятаю, як ми її називали тоді. І стала нас вчити по-русски. І я виходить то, що я опять пішла у перший клас. По буквару стали вчитися. Стали по буквару вчитися. Але ж було так интересно. Мы математику знали уже добре, только нажимали, как писать научиться и читать уже по-русски. І на нас стало ж уже гадаки вчити. Ну, гэта ж в училище зразу, а тоді, як уже все навчилися, що вже ми вміємо читати і писати, під весну стали крепко готовиться к празднику 1 мая. Так стали готовиться, только песни учила нас Пальчевская русские, и учила. Ну, добре, натренувалися ми з піснями, усім чим, а от уже як перед 1 маем сказала, приходите все за раз. Приходите в школу за раз, только опранитесь пекно. Мы пойдем у сельсовет, а сельсовет был у Михайлове, у панском дворе. И там, кажуть, нас будет встречать начальство и районное, и сельсоветное, опранитесь добре, каждому невеличкий платок красный, червоненький, а на упереди хлопці вже у 4 класу, і на нас команда була як на парад. Упереді 4 клас, 3, 2, а меншаки ззаду. І на упереді красний флаг большой несли, і тоді, а це було до нас, ну, Михайлова, версти 2, може там і під 3. І ми всю дорогу, і нас під командою вела, і всю дорогу піяли русские пісні. І так піяли, що розливалося там на всю околицю. І от як ми прийшли у Михайлова, у Михайлові нас устроило начальство, это уже районное и сельсоветное. И там мы не только одни пришли, там пришла школа и Латыгольская, и Христовская. Там людей было, ой, сколько, это же было интересно. Первый раз в жизни такое событие, чего люди не видели николи это. И на дворе была устроена трибуна, на трибуну поднимались, это районные говорили, тогда и сельсоветные. И было сказано, кто хочет с простого народу, сходили, говорили. Сходили с простого народу, там кто ж уже говорили. Ну, мы это поглядели, там же был у сельсовете и клуб великий, дом же был пекный панский же этот. А мы ж, ребята, собрались, пошли домой, а там уже осталось все. И вот это уже 1 класс мой и кончился русской школы. Кончился русской школы, а про лето, як мне не далося не доведаться, не почуть, моя Гелена Пальчевская уехала и коли, и куды неведомо. И мне так было болезненно, что я ей и не распрощалась. Усё ж она мне дала знания, и польское, и русскому научила, и я ей спасибо за это не сказала. Эдак мне было обидно. Ну, але нехай ей будет, я знаю, ее уже нет у живых, нехай ей хоть на том свете будет добре, як то, что за ее труд. Вот так мой 1 класс и кончился русской школы. Летом эту школу Заврат перебазировали у панский двор у Лопачева. Ой, там уже была школа отповедная, покой же был великий, пекный, там уже был и зал на школу, и там столовая, там, ну было ж покой. И вообще там было и расстояние, и для покоя пекное, даже были каток ледяный, зробивший зимой его кататься. И прислали русскую учительку. Фамилии я ей не помню, но добрая была Наталья Ивановна, мы ее звали. Такая была добрая учителька эта. Ну и вот и почалась
Я вже у 3 класі. У 3 класі, але ж тоді, відомо ж, Росія була бідна на книжки. Было надто трудно. Учебники были куплены, один учебник на 2. Было мало учебников. Але вчили на нас добре, ми вже математику знали, умели, и читать умели. И вот так уже и пошла школа. Тут уже готовились к Новому году, брат мой. Тут елка будет. Это ж уже было так интересно. Было место, елку установили, такую великую, пекную, аж под потолок. А убирать надо не было чем. Ну, паперами цветными убирали, и ваты комочки белые покидали. Бы не было, что ни гирляндов, ничего они. Ну и вот эдак, и на эту елку уже поехали наши и батьки поглядеть, пошли туда. Ну и так было весело, там карагод детки водили, Дед Мороз, нам было эдак интересно, мы ж никогда не видели. И подарки Дед Мороз давал, а подарки в той час были маленькие, у газету кулечек такие скручены, и так доброе жмение цукерков, голеньких так, як каштанов усыпано. Ну, але ж было радости, что нам же гэткие подарки раздал. Ну и после Нового года пошла в учебу, учила и на нас добре, мы ее слухали, эту самую ж учительку. А тоді ж було надто вже гэтым хлопцам крепко понаравно, що у этой школе у русской бить не можна. Хоч і наругайся в учительці, наш не маєш власти себе обобить. Это за Польшу, так могла б улупить этой указкой по карку, а тоді ж уже не. Ну и вот так пройшло, и весна пришла. Приезжали так само и докторы у эту ж проверять чистоту. И добре все проходило, и подошло уже дело к 1 маю. 1 май, никуда мы не ходили, был день некий пасмурный, это ж уже был 41 год. Это ж после 41 год был. Никуда мы не ходили, отметили в школе 1 мая. За то, что там было место, расстояние, там гульни, видимо, великий покой был. И после этого 1 мая, а ніхто об этом і не думав, і не сподівався, що нас ожидало упереди. А вот после этого у 4 классах были экзамены. Экзамены были, а у нас же вот, у этих у менших нічого не було. І 22-го почалася війна. Вот тут не то, что русская, польская, а моя школа кончилась на всю життя. Более в школе нигде и не была. А і воє ще, що я забилася сказати, як я була, як нас вчила, як вона, учителька русская, вела уроки не тільки русські, і білоруські були. Так от мені нравилися білоруські уроки. Я крепко любила білоруські уроки, і я за ці уроки получала тільки добрі оценки, самые добрые. Я даже, надто мне белорусские уроки нравились.